Победитель и лауреат всероссийских и международных фестивалей ансамбль «Ингушетия» вновь заявил о себе на танцевальной сцене. Первое место на всероссийском фестивале «Таврида Арт». Он стартовал в Крыму 15 августа. К такому масштабному конкурсу участники коллектива готовились почти 2 недели. Репетиции шли с утра до вечера. Волнение было. Почему оно было в первую очередь? Потому что мы были среди других ансамблей. Мы знали, что нас видят. Мы знали, что мы тоже для них соперники. Конечно же, мы собрались, сплотились, мы сказали друг другу: так, все, здесь максимально на 100%. Мы и так работаем всегда на 100%, но там пускай это будет на 200%. Впервые выступали на фестивале, и эмоции были очень много эмоций было, потому что все это впервые видели, смотрели через интернет. А так сами оказались там впервые. Было очень интересно познакомиться с другими людьми, узнать, увидеть всех. Результат окупился победой в номинации за историческую точность народного танца. На фестивале ансамбль показал 2 номера: массовый праздничный танец и сольный, горский. Кубок «Король лезгинки» в сольном выступлении получил 16-летний Магомед Басир Имагожев. В ансамбле он 2 года, причем о сольном выступлении ансамблю сообщили за 2 дня до выезда. Пришлось срочно готовить номер и репетировать его. Упорно трудился, конечно. Были моменты, когда я домой приходил, там уже даже репетировал дома. Было сложно, конечно, выступать на таком большой сцене. Столько зрителей было, волновался, конечно, но выступил отлично. 4-й всероссийский фестиваль «Таврида Арт» – это платформа возможностей для молодых деятелей культуры, истории и искусства, выставки, театрализованные выступления, социальные программы, сессии, встречи с деятелями культуры. Фестиваль собрал более 4000 молодых людей со всей страны. Главный балетмейстер Адам Имагожев отмечает, что в последний раз на такое масштабное мероприятие всем составом ансамбль выезжал в 2001 году в Италию. Тогда, выступив в 5 городах, ингушский коллектив завоевал 5 первых мест. Сейчас, спустя 20 лет, коллекцию различных кубков и грамот пополнила и награда фестиваля в Крыму. Встречи с интересными людьми и новый опыт – вот что дают такие поездки творческому коллективу. Выезжал ансамбль на фестивале, но на таких масштабных не было ансамбля. И вот после этого перерыва, вот первый раз мы поехали, уже другой состав, молодой состав, и показали, что есть в России такой маленький регион, где сохраняется культура, обычаи своего народа. Я лично хотела бы поблагодарить и организаторов, и Минкульт, и главу, который поучаствовал в том, что мы поехали. Также надеюсь, что и в следующем году мы будем участвовать, будем готовиться, будем готовить красивые номера. Но только самые яркие впечатления оставил этот фестиваль. Сейчас артисты ансамбля готовятся к выступлению на Кавказских играх. Они пройдут в Грозном в конце сентября. А уже в октябре хореографический коллектив представит республику в фестивале «Мир Кавказа». Он пройдет в Ростове-на-Дону. Дана Плиева, Асхабила, Киев. Новости 24.